Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Центр политико-правовых исследований. Утром вы уже были с нами при обсуждении итогов года 2020 по внутренней и внешней политике, на которой присутствовали известные эксперты Айнура Усупекова и Эмиль Джураев. Ну, конечно, в рамках одной передачи невозможно охватить весь год, поэтому мы разбили эту тему на еще одну часть. Она называется «Итоги года 2020. Вызовы для гражданского общества». И как раз-таки об этом мы сегодня поговорим с главой фонда «Сорос-Кыргызстан» Шамилем Ибрагимовым и главным редактором сайта «Эльгазет» Семетеем Аманбековым. Здравствуйте, друзья! Уже стало общим местом утверждение о том, что 2020 год выдался во всех смыслах чрезвычайным, нетипичным, нестандартным. Поэтому я не буду об этом повторяться, а к нашим уважаемым гостям сразу сформулирую главный вопрос сегодняшнего обсуждения. Итак, мы уже почти прожили этот год, и сегодня с вами хотели поговорить о становлении гражданского общества, об его приобретениях и потерях, о том, насколько мы выросли, насколько мы повзрослели как общество, смогли ли почувствовать какую-то силу, если да, то в чем, если не смогли, то где мы проиграли. Итак, мы начнем с Шамиля. Шамиль, прошу. Спасибо, Азамат. На самом деле сложный вопрос, потому что еще в начале этого года, когда ковид только появился, уже было мнение многих аналитиков, ученых, что этот год даст очень сильные изменения, но во что они выльются, до сих пор на самом деле сложно предсказать, особенно в глобальном масштабе, и тем более на местном уровне, еще более непредсказуемо, по-моему. Но вот вы уже отметили тот фактор, что гражданское общество в этом году очень активно себя проявило. И я думаю, что одним из результатов, наверное, еще промежуточных этого года в области гражданского становления является то, что в этом году мы увидели, что неспособность власти реагировать эффективно и управлять кризисом и способность гражданского общества консолидироваться и выстраивать практики взаимной поддержки, взаимовыручки, взаимопомощи. И я уверен, что для многих людей, особенно для молодых людей, которые и были костяком зачастую этих всех волонтерских движений, формируется определенный вывод о том, что, если даже не вывод, наверное, еще не вывод, наверное, скорее формируется вопрос взаимодействия власти и общества. Да? Если общество, которое имеет общественный договор с властью, да, которым дает эту самую полноту власти, как инструмент принятия решений, управления и так далее, и они не выполняют свою функцию, которую должны выполнять, у многих появляется вопрос, а каким образом тогда мы выстраиваем это взаимодействие? Какова роль гражданского сектора? Что гражданский сектор может и должен на себя брать, а что он не может и не должен брать на себя? Да? И вот этот дискурс, я надеюсь, он у нас разовьется, его нужно развивать. Поэтому я думаю, что вопрос, какие уроки мы вынесли, это немного преждевременный вопрос. Урок мы получили, а теперь еще очень много будет зависеть от того, насколько этот урок мы осмыслим и что мы из этого учтем. Потому что многие ожидали, что после июльских событий, когда люди умирали просто десятками каждый день, что эта трагедия должна что-то изменить. Пока что в краткосрочной перспективе мы не увидели каких-то изменений. Что мы увидели? Мы увидели буквально через
месяца 2 после трагедии заявление государственных чиновников о том, что, ну, судя по всему, проблема сходит на нет с коронавирусом, можно сокращать расходы на общественное здравоохранение. Для меня это как раз-таки показатель того, что абсолютно никакого урока не выяснили. Да? Во всяком случае, те люди, которые уполномочены принимать решения. И здесь появляется вопрос, опять-таки, что гражданский сектор должен осознать свою экспертизу и свой потенциал участвовать в этих процессах и в принятии решений. Да? Но подводя как бы итог моей мысли, именно эффективность этого всего урока будет зависеть от того, насколько мы способны будем о нем дискутировать, обсуждать его. И здесь появляется еще следующий вопрос. Учитывая последние новые старые инициативы законодательные о манипуляции информацией, который опять сейчас появился, да, появляются определенные риски того, что чем больше создаются возможности для подавления свободы слова, тем меньше будет свободных дискуссий на сложные темы. Да. Если оно будет так, это будет значить, что мы абсолютно не усвоим тот урок, который получили. И, к сожалению, те жертвы, которые были, они были напрасны, но они были не то что неизбежны, они были и были. Да, но из этой трагедии нужно было бы сделать выводы. И я надеюсь, что наше общество сможет эти выводы все-таки осмыслить. Да, спасибо. У меня, кстати, вот, да, в связи с вашими словами к Семетею вот возник вопрос спонтанный. Семетей, вы в силу своих профессиональных обязанностей во время октябрьских событий были непосредственным свидетелем всего того, что у нас происходило на площадях, на улицах и в кулуарах власти. Вот вдогонку тому, о чем сказал Шамиль, об ответственности власти, да, у меня возник такой вопрос. Даже не вопрос, а с моей стороны некое утверждение, что, как оказалось, мы могли и не спрашивать у власти об ее ответственности, об ее действиях, потому что в октябре увидели, как легко она сдала свои позиции, как легко произошел транзит власти. Эта власть не показала способности защитить даже саму себя, не говоря уже о нас, об обществе, о населении. Вот в этой связи с багажом всего увиденного и услышанного в те дни можете сформулировать свое отношение, свою оценку вот к этой паре власть и гражданское общество. Почему до сих пор нет диалога, почему власть не слышит гражданское общество? Этого не было ни во время выборов, этого не было во время летнего пика коронавируса. Пожалуйста. Спасибо большое. Отвечая на ваш вопрос, прежде всего хотелось бы сказать, что вот эти проблемы, которые вылились на нас в 2020 году, это следствие того, что диалог между властью и обществом был потерян достаточно давно. В течение всех последних, наверное, 2 десятилетий сакральность власти втаптывалась в пыль с каждым переворотом, или как мы ее называем, революцией. Да, государственные институты теряли свое истинное предназначение, превращаясь все больше и больше там, или в какие-то частные лавочки, или в какие-то институты достижения своих личных каких-то целей. Что касается того, что вот предыдущая власть даже была не способна защитить саму себя. Да, действительно это так. Все были шокированы тем, как легко произошел этот транзит власти. Но для этого давайте посмотрим, как этот транзит произошел, как эта власть изначально пришла, да, имея менее 3% доверия избирателей, имея какой-то, наверное, чиновничий запас, но
изначально все мы понимали, что те люди, которые приходят к власти, они изначально были не для этих целей предназначены, да, поэтому, наверное, как легко пришли, так и легко ушли. Вопрос в другом, что все-таки отсутствие диалога между обществом и властью – это вопрос такой двухсторонний. С одной стороны, государство абсолютно теряло и теряет свою идентификацию. Абсолютно нету никакого диалога общества ни с точки зрения идеологии, ни с точки зрения экономики, вообще никакого. Да? Все мы давно знаем, что власть живет символично по одну сторону забора, тот забор, который убрали, да, недавно, а общество живет по другую сторону. Да? И общество самостоятельно и до этого решало все свои проблемы, да, это и миграция, и внутренние какие-то, и средний, малый бизнес. Они никогда не чувствовали никакой поддержки государства. Государство не строило никаких стратегических планов на экономику. Государство не давало какие-то плоды международного сотрудничества, да, в плане ведения бизнеса. Даже когда у Кыргызстана появился такой отличный шанс, когда, интегрировавшись в таможенный союз, я не знаю, правильно это или нет, но, к сожалению, из-за роли мировых игроков мы оказались там интегрированы, даже тогда власть со своими так называемыми союзниками не смогла установить какие-то диалоги, чтобы помочь внутреннему экспорту, да, реализовать себя. То есть 2 десятилетия этот процесс шел, и 2020 год лишь показал с приходом ковида, что вот разваленная система здравоохранения, разваленная система образования, разваленная система взаимодействия гражданского общества с властью, она просто вот вылилась наружу и показалось, как это будет в случае наступления экстренных каких-то ситуаций. Что касается гражданского общества, вы знаете, я думаю, она несет не менее ответственность, чем власть. Объясню почему. По моему личному мнению, я остаюсь членом рабочей группы ЦИК по информированию и агитации. Изнутри я видел весь процесс парламентских выборов, не состоявшихся 4 октября. Вот я скажу, что вот именно в этих выборах, я не знаю, как в прошлых, практически отсутствовала фальсификация. Вот эти 3 партии, из-за которых потом произошли все эти события, вот их реально выбрал народ. Почему? Потому что был подкуп и так называемая форма 2, да, это Атом Ресурс. Но по большому счету на моих глазах я видел, что люди продавали свои голоса за 1000, за 2000 сомов, зная, что 84, по-моему, депутата из 120 обратно возвращаются на свои позиции, зная. Но если гражданское общество само не способно регулировать, вмешиваться, да, в эти процессы и осознавать, что ту власть, которую они формируют, она из года в год подводит их интересы, не защищает их, оставляя их к одному. Почему они со всей искренностью не отнесутся к выбору, к этой власти? Вот 4 октября был реальный шанс, да, были несколько новых партий, да, были несколько таких оппозиционных партий, реальные шансы, ну, хотя бы сбалансировать, да, вот, прежнюю власть с какими-то оппозиционными силами. Этого не произошло. Я еще раз говорю, вот там была система АСУ, это автоматическая система, она сверялась с ручными, там очень сложно было это все сфальсифицировать, но было реально, что был подкуп, был огромный подкуп, да, и 2 партии, которые не имеют ни истории, ни каких-то идеологий, ни программ, ничего, имеют просто толстые кошельки, заняли первые 2 места. Это очень показательный момент, такой сигнал тревожный. Да? Поэтому я думаю, что когда мы говорим об уроках, которые нужно извлекать между властью и обществом, это должна быть дорога с двухсторонним движением. Да? Власть должна осознавать, что без общества она никто, что вот такие процессы, да, могут произойти, но и общество должно понимать, что от них зависит, какую власть они будут формировать. Можно здесь, на самом деле, такой очень интересный вопрос складывается, да? Напоминает мне такой же в какой-то степени дискурс вот, в Штатах, который сейчас идет, да, там Black Lives Matter, как они изобрели новую терминологию, такой системный расизм, да, что зачастую там чернокожие, например, они вот так вот себя ведут, потому что, ну, они как бы заложники определенной ситуации и так далее. И, Семитай, вот слушая вас, у меня аналогия такая пошла, да, а не является ли наше общество на самом деле заложником той ситуации, когда для многих наших сограждан
2000 сомов – это более такой осязаемый продукт, нежели эфемерное какое-то там голос, который может на что-то повлиять. И это они являются заложниками ситуации в том, что целенаправленно шла и зачастую идет кампания информационная, которая не прямым текстом, да, а косвенно говорит: твой голос ничего не значит. Ты ничего не можешь изменить. Нам это вдалбливают постоянно, нам вдалбливают о том, что ваше мнение ничего не значит. Вы ни на что не влияете. А 2000 сомов ты можешь получить сейчас. Да? И здесь я бы однозначно, есть, конечно, ответственность общества, однозначно. Но что такое общество? Да? Это достаточно широкая масса людей, совершенно разных ценностей. Кто-то живет одним днем, кто-то живет там прогнозами, планированием на 10 лет, да, и так далее. Кому-то, большинство, к сожалению, наших сограждан живут просто, чтобы выжить. Они поставлены в такие условия. И ожидать от этих людей глубокой аналитики в условиях, когда они просто выживают, ну, это немного наивно. И здесь, конечно, появляется вопрос тогда: а что можно сделать и кто это может сделать? Да? И говоря о вот этом диалоге власти и общества, здесь нужно думать уже на системном уровне, как этот самый диалог. Потому что диалог с 6 миллионами, там, или сколько уже, на 7 миллионов не выстроишь. Слишком разные мнения. Тогда нам нужно определять механизмы, которые позволяют нам вычленить понимание общего блага. Что такое общее благо, да? Для всех нас, которое будет: да, мы разные, там, верующий, атеист, уйгур, кыргыз, русский, татарин, неважно, да, но все мы, нас объединяет какое-то общее благо, в чем мы все согласны, что да, вот это будет для нас однозначно благом. И вот таких вещей, на самом деле, их прописано достаточно много. Возьмем те же самые пресловутые права человека, да, никто не хочет, чтобы его пытали, каждый хочет иметь свободу самовыражения и так далее. И, соответственно, если вот говорить уже о том практическом подходе, как мы выстраиваем этот диалог власти и общества, не надо ничего изобретать. Нужно подходить к тем структурам, параметрам, которые уже, в принципе, приняты. И это абсолютно не какие-то западные ценности. Это ценности общечеловеческие, общемировые. У кыргызов есть замечательные практики, да, замечательные там поговорки даже, которые вычленяют вот это понятие социальной справедливости. Но нам тоже, и этот момент, нам тоже вдалбливают: нет, это не наши ценности, это чужие, это западные, чушь. Нет, ребята, есть универсальные ценности. Никто не хочет, чтобы его били, насиловали, чтобы ему затыкали рот. И нам нужно, наверное, как обществу, начинать вот с такого малого и говорить, что, ребят, хватит нами манипулировать. Для начала прекратить манипулировать, но не в том формате, как представляют, опять-таки, депутаты парламента в своей интерпретации, что такое манипуляция информацией. Нет, в другом. Не надо подменять понятия. И начинать диалог нужно вот с очень конкретных предметных вещей, по-моему. Кто будут игроки и кто акторы этого самого диалога, это уже, наверное, отдельный вопрос. Хорошо, тогда давайте я предложу следующий кейс для обсуждения на примере парламента. Конечно, нельзя говорить, что наше общество слепое и глухо к тому, что делает парламент, что нет никакой реакции, фидбэка. Нет, наоборот, все это очень активно проявляется. Вот буквально на днях перед входом в Джору-Кенеш был устроен коридор позора. Граждане выходят на митинги, на мирные марши. Граждане собирают письма под совершенно различными петициями, протестами, требованиями. Но, с другой стороны, вот про те же условные 2000 сомов, да, которые стали символом как бы политической апатии части общества, безусловно. Но, предположим, да, ты остаешься в кабинке во время голосования один наедине с
со своей совестью, совесть тебе ничего не подсказала, ты взял 2000 сомов и поставил галочку под нужной фамилией или названием нужной партии. Но потом-то у нас идут следующие 5 лет в случае с парламентом, у нас идут следующие 6 лет в случае с президентом. Чем объяснить апатию вот эту уже растянутую? Потому что протестуют, к сожалению, одни и те же. Это очень узкая прослойка балконских и гражданских активистов на местах. Да, но их единицы сравнительно вот с 6-7 миллионами граждан. Да. Вопрос вот в следующем. Недавно объединенная команда телеканала «Настоящее время» и радио «Затык» перед самыми парламентскими выборами, где-то за 2 дня, если не ошибаюсь, она выпустила свое документальное расследование о так называемой практике кнопкодавства. И выяснилось, что наш парламент, по строгим оценкам, конечно, да, я тут не юрист, я настаивать не буду, но они дали очень много доказательств и пищи для размышлений, что наш-то парламент, оказывается, по сути, нелегитимным стал не с 28 октября этого года, а он был нелегитимным все 5 лет предыдущих работы, потому что мало какой закон был принят, законно, извините за вынужденную тавтологию. Они нарушали все мыслимые и немыслимые регламенты, и все законы, даже рядовые, даже технические, я уже не говорю, закон об НКО, закон о манипулировании информацией, все эти законы были приняты с нарушениями. Общество может ставить вопрос вообще о легитимности принятых решений. Оно может ставить глубоко идущие вопросы перед парламентом уходящим и перед парламентом, который придет в следующем году. Но, к сожалению, этого не происходит. И ладно, человек получает 2000 сомов, допустим, это становится неким кляпом во рту, да? Но мы увидели во время ковида, что у нас нет национальной системы здравоохранения, по сути дела. Во время карантина мы увидели, что у нас нет системы национального образования. И удаленное обучение дистанционно, оно это показало. Выборы показали, что у нас нет справедливого выбора, по сути дела. Потому что, да, я с Семетей согласен, что люди вступают в сделку с совестью и с партийными функционерами. Но кроме этого же есть масса других нарушений. Например? Адмресурс, тот же адмресурс. Мы привыкли, адмресурс уже, он настолько въелся в нашу кожу, в нашу подкорку подсознания, что мы его воспринимаем как должное и не замечаем очень многих очевидных вещей. Беспорядки после выборов, они показали, что у нас даже нет нормально функционирующих сил правопорядка. Вот сбежал министр, и все это многотысячное МВД, оно просто превращается... А если случится что-то серьезное, защитят ли нас эти защитники правопорядка? Нет. Мы после вчерашней новости о том, что судья оправдал насильника, 13-летней девочки, лишнее доказательство того, что у нас нет судебной системы. У нас нет ничего. Вопрос, когда общество созреет, и что нужно сделать для того, чтобы она созрела, чтобы она разрушила эту невидимую стену между собой, обществом и властью. Да, забор перед Белым домом убрали, но тот виртуальный забор, он остается до сих пор.
Можно я Семетею передам сразу? Потому что провокационный вопрос, как бы, разрушение. Ну, Семетей не привыкать, он журналист. Отвечая на ваш вопрос и частично на реплику Шамиля, скажу, что совершенно справедливо сказали, что общество должно созреть само. Почему? Потому что в произошедшем нет абсолютно никакого диалога между обществом и властью. Как правильно Шамиль заметил, власть все эти годы намеренно делала так, чтобы у нас население нищало и было необразованным. Вот когда меня сейчас спрашивают, какие основные проблемы в нашем обществе, я говорю, это отсутствие образования и обнищание. Потому что обнищавший народ легко купить, необразованный легко обмануть, легко что-то пропихнуть ему. Но с другой стороны, мы видим, когда общество становится тотально необразованное и обнищавшее, оно делает то, что они сделали 4 октября. Они сметают все вокруг. И в первую очередь страдают от этого сами власти. Но, к сожалению, интеллектуальные способности властимущих до сих пор не доводят до того, что между обществом и властью должен быть такой диалог, когда и власть устраивает произошедшее, и общество устраивает произошедшее. Сейчас же игра идет в одни ворота. И постоянно, начиная с 2005 года, да, вот этот крен в одну сторону нагибается, и корабль наш очередной раз опрокидывается. Что нужно, чтобы общество созрело? И кто, самое главное, кто должен установить этот диалог? Я считаю, что власть, никакая власть на это не пойдет. По крайней мере, с той существующей правовой культурой и политической культурой я не вижу на горизонте тех политических лидеров, которые бы взяли на себя эту ответственность. Само общество не созреет, это понятно. Наоборот, да, оно занято там каждодневными делами и все больше и больше увязает там, в проблемах быта, в проблемах самообеспечения и так далее. Я считаю, что вот именно та прослойка, о которой, Азамат, вы говорили, гражданские активисты и так называемые балконские, которые сейчас, да, бьют в набат и стараются там как-то свой голос донести до власти, вот они должны на себя взять роль мостика для построения диалога и средства массовой информации. Вы правильно сказали, ничего у нас не осталось. У нас осталась только свобода слова и свобода СМИ, которые сейчас тоже пытаются, да, по проекту новой Конституции подавить со статьей 23. Но это другой вопрос. Я к тому, что почувствовав гражданскую ответственность и свое предназначение, гражданские активисты и СМИ, а слава богу, сейчас условия на этому способствуют. У каждого у нас есть интернет, доступ к сотке, да, и в самых отдаленных аилах, недавно я ездил в регион и видел, что же чабаны, да, на высокогорье, там пасут овец и читают там по мобильнику какие-то новости, слушают YouTube, да, даже они имеют возможность. Вот мы должны доносить до них свой голос и говорить, как это должно быть. Гражданские активисты и СМИ, консолидировавшись, создав какой-то медиадиалог, какую-то коалицию, да, должны выработать вместо государства, вообще это должно делать государство, но так как оно не заинтересовано, выработать какую-то общую стратегию, такую, как вот Шамиль сказал, из общенациональных ценностей. Пусть это будет не западский, пусть это будет не российский, пусть это будет не какие-то традиционные, пусть это будет общенациональные, да, и доносить как до общества, так и до властей, вот как все должно быть, по идее. Но, к сожалению, кроме вот этой прослойки, я не вижу сейчас тех, кто может взяться за это. Властям нужно показывать, что в случае повторения вот того, что они делают, вот постоянно будут происходить вот такие события. Например, в Европе есть такой налог на роскошь, да, например, когда властимущие намеренно, да, выплачивают сверх своих прибылей, чтобы низы, да, были хоть как-то обеспечены, и вот такие бунты не происходили. Например, в Штатах я видел, это делается через такую общую сеть, такую ипотек, когда крупный бизнес дают возможность человеку там, иметь дом, машину, да, ездить за рубежом, там, обставлять мебелью.
и выплачивать за какие-то мизерные проценты эту ипотеку. Да? То есть какой-то вот экономический диалог строится. Да? И он может быть правильно, неправильно, но он строится. И этот котел, как у нас, вот там не взрывается. Да? Может быть таким путем пойти. Да? И власти объяснять, да, что нельзя постоянно, безразмерно, безраздельно, да, совершать коррупцию, да, хапать там, принимать какие-то угодные себе законы. Но нельзя так это делать. А общество объяснять, что от их голоса зависит будущее, от их голоса. И можно влиять на эти процессы. Не обязательно сжечь, для этого сжигать Белый дом и там бороться с милицией. Нет, можно это делать через вот эти институты, да, объяснять им. Я не думаю, что для этого нужна глубокая аналитика. Я говорю, это все можно делать простым языком, но просто если постоянно через соцсети, через средства массовой информации, через интернет доносить, я думаю, общество постепенно будет, да, вот, ну, у нас общество, дай бог, грамотное, вот этого стадного инстинкта, ну, может быть, есть, но не так сильно развит, да? Вот это и парадокс. Практически при повальной грамотности Да. мы имеем очень слабое апатичное общество. Нет, Азамат, никакого парадокса здесь нет. 30 лет над этим обществом издевались и унижали. Вот я видел разных людей на площади. Видел вот доведенных до отчаяния, да. Вот, например, иссыкульцы, они говорили, вот у нас есть прекрасные пансионаты, нам не дают там работать, не дают заходить на пляжи. У нас есть золото, ну, например, это наше золото, там все это золото вывозят, да. У нас есть сады, мы хотели уже сады выращивать, там экспортировать в Россию, бандиты заняли, да, только через отметку через них. Идем в милицию, не помогает, пишем президенту, не помогает. Что еще делать? Конечно, собираться толпой, громить эту власть, да, громить к чертовой бабушке. Ну, конечно, 30 лет они их просто втаптывали, от них вытирали ноги и абсолютно не слушали. И самая главная проблема, что между нами, да, гражданскими активистами, СМИ и Балконским, и регионами отсутствует диалог. Мы абсолютно не понимаем друг друга. Мы живем в своем измерении, для нас это какие-то одни нарушения, для них другие нарушения, для них вот важно, здесь и сейчас, да, у него должен быть забор крепкий, да, дети ходить в школу, там онлайн хорошо обучаться, здоровый должен, пенсия должна быть, зарплата, яблоки он свои должен выращивать, в пансионате иметь возможность. Вот они. Этого ни мы, ни власть не понимаем. Вот эта пропасть, она увеличилась до такого размера, что сейчас просто какое-то противостояние, я его называю противостояние между селом и городом, но, к сожалению, оно так и есть. И чтобы строить диалог, мы должны понимать их проблемы, потому что у нас способностей больше, возможностей больше, да? И мы должны туда влиять, выезжать, может, в регионы, да, создавать какие-то передачи, ну что-то. Но все это финансово затратно, время затратно, но, к сожалению, пока я не вижу, тех людей, кто могли бы еще, да, вот, взять на себя такую миссию. Спасибо, Симитей. Я тут аналогию такую подумал, да, вот как подходить к этим вопросам. Можно попытаться, если мы хотим получить красивую бабочку, можно взять гусеницу и попытаться пришить ей крылья, либо нам нужно создать условия, когда эта гусеница в кокон свернется, потом нужно время, и оттуда вылезет потом естественным образом здоровая бабочка, да, то есть к вопросу о тех нуждах и чаяниях общества, населения в целом, особенно в регионах, это уже следствие процессов, которые мы имеем, когда из бюджета воруют. Я всегда говорю, что отсутствие денег – это не проблема, это следствие. Это следствие неправильных решений, это следствие неправильных инвестиций, это следствие того, что ты не развивался и так далее. Да? Потому что даже если у человека нет денег, ты ему дашь деньги, но если они вот так с неба упали, это не решит его проблемы. Поест, прогуляет, то и устроит, да, и так далее. Чтобы человек стал более-менее таким зажиточным, это нужно менять систему, которая будет ему эти деньги приносить. То же самое и здесь, если мы говорим вот об этом диалоге, об этом благополучии. Вопрос заключается в том, каким образом выстраивать саму вот эту вот среду, да, для этого диалога. И вы абсолютно правы. Это что? Это образование, это возможность получения информации, да, это свободные СМИ, причем разные. Пусть они будут такие, левые, центристские, правые, да, и пусть они об этом говорят. А образование нужно для того, чтобы
понять, где и с чем ты согласен, а что ты однозначно отметаешь, где правда, где манипуляция и так далее. И вот эти вот законы о манипуляции, они не нужны. Это попытка взять и пришить крыло к бабочке. Оно так не работает. Оно вот здесь должно появиться знание, когда тобой манипулируют, а когда не манипулируют. Если ты сомневаешься, ты идешь и перепроверяешь информацию. И вот здесь вот, если говорить о том, что можно сделать, механизм, в принципе, да, это образование нам нужно вкладывать. Нам нужно вкладывать вот в эту свободу информации, в этот самый дискурс, и давать людям просто элементарное чувство защищенности, что они могут дискутировать. Что я могу здесь сегодня взять и говорить, что там, я не знаю, депутаты некомпетентны, что вот это вот неправильное решение. Когда появляется определенная цензура, люди будут молчать. Если вы молчите, я молчу, Сметей молчит, четвертый человек подумает, ну, наверное, вот я думаю так, но они все молчат, и, наверное, они согласны с этим. Этот конформизм появится. Поэтому образование, свобода СМИ, оно однозначно нужно. Это вот это просто фундаментальная вещь. А к тому, к чему мы идем, я не знаю, вот, Азамат, вы уже отметили, да, отсутствие основных столпов государства. Я читаю социальные сети, особенно после публикации об оправдании этого насильника, да, педофила. Я читаю, я вижу, что народ уже начинает требовать самосуд. Люди вот настолько, чтобы начать практиковать эти суды Линча, да, а здесь появляется вопрос, а зачем нам вообще тогда государство? Оно нас не защищает, оно не дает нам справедливой судебной системы, оно нас не лечит, оно не дает нам образования. Мы сейчас закладываем фундаментальные такие вещи, которые на системном уровне сделают наше общество более разрывает это, да, потому что вот за этот год те дети, у кого не было телефонов, компьютеров, нормального доступа в интернет, они этот год потеряли по сравнению со сверстниками, у которых был интернет, телефон, родители с ними дома занимались, да, и так далее. Это вроде мелочь, но представьте, это 5 класс, например, возьмем ребенка, это 20% его общего образования на тот момент. 1 класс – это 100%, 2 класс – это 50%. То есть это большой разрыв, который мы сейчас получили, мы его еще не видели, мы его получим в будущем. И это вот как раз таки, я думаю, что вопросы у общества сейчас появляются. Во что они выльются, я не знаю. Но чтобы они не вылились в очередную цикл просто погромов, прибежали этого, снесли, поставили своего хана, тот посидел 3 месяца, его потом снесли, поставили. Мы попадаем в такую просто петлю. И мы по этой петле бегаем, и чтобы из этой петли выйти, нам нужны какие-то уже фундаментальные изменения. Вот вопрос, кто эти фундаментальные изменения сделал. Я вот здесь, я знаю, что я долго говорю, но вот один момент, вы, Азамат, уже упоминали про балконских, да, там, гражданских активистов. Я думаю, что определенный прогресс, он есть, по-моему. Почему? Потому что, вспомните, до 2019 года, если были какие-то протесты, это были или вообще вот толпа такая, людей просто их много, но у них очень простые запросы, типа вот этого убрать, там, Кетцин и все, да. И вот 27 ноября 2019 года появляется феномен этой самой реакции, да, где вот такие уже средний класс, городской средний класс, которым в принципе не самые голодные, да, достаточно образованные люди, но они выходят, они устали, они начинают чего-то требовать, и они это требуют уже в конкретных каких-то вещах, да, не просто там Кетцин, да, они говорят, вот есть коррупция, вот они факты этой коррупции, мы верим этим фактам, мы требуем какой-то реакции на эти самые расследования, да, журналистские. Маленький, для меня лично, это маленький шаг к тому, что вдруг какая-то часть населения, она проснулась, она начала чего-то требовать.
И вот здесь я хочу еще одну ремарку сделать, что у нас я очень часто слышу от некоторых политологов о том, что ребята, все нормально, это естественный процесс, это наша политическая эволюция, да, мы должны пройти. В какой-то степени я согласен, да, но извините, по такому принципу мы должны взять вот телефоны все свои, машины повыбрасывать и ждать, пока мы естественным образом не дорастем до уровня технологий, когда эти телефоны, айфоны начнем производить сами. Зачем? В мире есть существующие практики, в мире есть принципы демократии, в мире есть механизмы, которые обеспечивают равенство, социальную справедливость, свободу самовыражения и так далее. Если мы пользуемся ихними технологиями такими, почему мы не пользуемся другими технологиями, которые позволили им создавать и эти самые Теслы, и айфоны, и макбуки и так далее? Оно на самом деле одно от другого неотличимо, оно взаимозависимо. И если наша власть, я надеюсь, нас кто-нибудь слушает там, из советников или кто-то там, не бывает, вот как, не помню фамилию, ректор MIT на встрече с Грефом, когда они обсуждали там инновационную Россию, он сказал, вы хотите молоко без коровы. Если вы хотите экономическое развитие, если вы хотите какие-то инновации, если вы хотите чего-то нового, вы должны создать условия, а эти условия подразумевают свободу слова, эти условия подразумевают гражданские свободы, критику в отношении вас. Не будет у нас развития в условиях авторитаризма или даже какого-то полуавторитаризма. Наше общество другое. Попытки авторитаризма будут лишь нас удерживать в этой петле постоянных смен власти. Да, спасибо большое. Я думаю, уверен, точнее сказать, что мы сегодня очень интересно поговорили. И есть на основании чего сделать какие-то выжимки, цитаты. Мы обязательно поделимся с теми, кто не смог следить за нашим эфиром или не хватает времени, потому что очень много интересных мыслей было сказано. Возможно, они не содержат в себе каких-то открытий, а они, собственно говоря, и не нужны, потому что я абсолютно, Шамиль, с вами согласен, что в тех случаях, когда перед нами стоят какие-то вопросы, какой-то трудный выбор, взять хотя бы даже по тем самым спорам об эволюционности процессов, да, что, когда мы понимаем, что, например, та же коррупция нам мешает, да, есть очень много конкретных решений, которые помогут обуздать эту коррупцию. Да, тут нужна, конечно, воля властей, а власть выбирает кто, то есть, и это я к тому, что мы опять рискуем, да, в эту петлю дискуссии вернуться. А закончим, наверное, на мой взгляд, очень позитивной новостью. Один из наших соотечественников, Джапар Усенов, если я не ошибаюсь, недавно написал на своей страничке в Твиттере, что встретился с Михаилом Саакашвили. Это как раз-таки тот человек, который доказал, потому что без него Грузия тоже неизвестно сколько бы сидела и ждала бы, пока они созреют. Я не идеализирую, например, Грузию. Мне в прошлом году, еще до пандемии, посчастливилось, да, побывать. Я очень многое посмотрел, многое пощупал своими руками. Я поговорил с самими жителями Грузии. Да, конечно, это результаты пока далеки от идеала, но то, что сделано по сравнению с тем, что было до прихода, конечно, это огромный, гигантский скачок вперед в развитии страны и общественных отношений, и становления общества самого. Грузинское общество, как мне говорили мои новые знакомые, оно тоже было очень раздроблено, оно было дефрагментировано. Более того, оно просто враждебно друг к другу относилось, потому что правящая элита на протяжении скольких лет она просто воевала между собой в натуральном смысле с автоматами, да, как бы друг против друга. Несмотря на это, достигли общенациональный консенсус. Несмотря на это, гражданское общество есть.
и оно в ряде случаев, ну, действительно, да, становится примером. Маленькую ремарку тоже, я на самом деле тоже люблю очень вот процесс, который произошел в Грузии. И я помню, это был 2000 какой там год, 7-8, как раз вот когда уже появились проявления этих реформ Саакашвили, я один момент отметил. У людей должно появиться чувство собственного достоинства. Вот наше достоинство национальное втоптали в грязь. Мы себя не уважаем, друг друга не уважаем, и больше агрессии. Вот первый момент, который я увидел, который в Грузии произошел, вот то, что вы говорите, это появилось чувство собственного достоинства. Вот что нам нужно первым делом, это не вот это оголтелое националистическое, там, мы там самые крутые кочевники, нет. Естественное, нормальное, человеческое достоинство. Вот его нам нужно восстановить. И когда оно появится, это простое человеческое достоинство, тогда ты не захочешь мараться ни в коррупции, ты не захочешь мараться во всяком вот этом вот, в этой гадостях, да, продавать себя, продавать будущее своих детей за копейки. Вот это вот достоинство нам нужно, которое, к сожалению, наше достоинство втоптали в грязь. Абсолютно согласен, Шамиль. Аплодирую всему вашему сказанному. Более лучшей логической точки и эмоциональной точки завершения нашей дискуссии, по-моему, нет. Мы обязательно сделаем из этого такой цитатник и распространим в социальных сетях, потому что, пожалуй, да, если не вдаваться вот в интеллектуальные дебри, вот говоря по-простому, вот, кстати, куда поехал Джапар Усенов, да, это называется там офис простых решений. Да. Вот действительно, иногда мы, возможно, настолько все усложняем и вгоняемся в депрессию, когда осознаем, да, какой монблан проблем на самом деле перед нами стоит, что очень часто забываем, что да, очень сложные проблемы можно их достигать простыми решениями. Вот будем мы эти простые решения искать. Не все, конечно, будет так легко, но давайте, уважаемые зрители, кыргызстанцы, в 2021 год смотреть с оптимизмом и в который раз выразить надежду, что этот наступающий год наконец-таки станет переломным, но также не будем забывать, что станет он переломным или нет, вот как бы на пути к развитию и прогрессу, в том числе зависит и от каждого из нас. И это требует от каждого из нас решений, поступков и активной гражданской позиции. До свидания, с наступающим вас Новым годом. И вас, также, уважаемые эксперты, спасибо, что в эти предновогодние, очень трудные дни нашли время. Встретимся.